أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Тұтқан уразалыбыз Алла Тааля кабул етсін. Амин. Сегодня у нас уникальный вечер. У нас в гостях легендарный человек, ученый Мухаммад Саид Аль-Рашид. Пожалуйста, прошу, любите жаловать. Не стесняемся, задаем вопросы, любые вопросы по поводу религии, по поводу месяца Рамадан, по поводу намаза. От лица штаба и от лица Рустама Фаизовича хочу поблагодарить всех вас, кто пришел сегодня к нам на наш праздничный маджлис и ифтар. Всем спасибо большое. Хочу передать слово Рустаму Фаизовичу. Всех нас с вами что объединяет? Нас с вами всех объединяет наша история, да? Наша многовековая история. История нас объединяет, значит, что мы татары, булгары, да, по происхождению, и нас объединяет ислам. Потому что булгары, уже мы не раз говорили, чтобы и татарский язык во многом, значит, был сохранен благодаря религии. Благодаря вот то, что были у нас хазраты, которые вели проповедь, когда не было ни царя, ни государства, ничего у нас у татар, у булгаров, и все равно мы это все сохранили. Поэтому, значит, вот то, что мы должны вот как-то объединяться, помогать друг другу. У нас такая политика, что вот, значит, все-таки татары, молодежь должны быть мусульманами. Поэтому я считаю, что задачи ваши сейчас не меньше, чем задачи того вашего хана, который именно благодаря его ум, благодаря его знания, благодаря его мудрость, все болгары приняли ислам. Мусульманин, человек вообще это, быть человеком, это большая обязанность, большая должность. А человек и мусульманин, у него двойной это задача. Он должен нур несет, знание несет, добро несет. Он должен быть как свет в темноте, освещает людей. Мусульманин, который носит свет, это лучше, это его место в рай с пророками, с ангелами, с подвижниками и так далее. Потому что он продолжает задачи Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не пророки, не наследство наше, не деньги, не материально и не наследство. Наше наследство это знание. Поэтому мусульмане, как вам сказать, например, я очень советую и прошу всех наших ребят, именно, что они сохранили и татарский язык, и помимо этого еще русский язык. Если можно еще знать английский или другой язык, еще тем более. Чем человек знает языка, чем он один человек, один два. Кто знает один язык, это один человек. Кто знает два языка, это два человека. Кто знает три языка, значит три человека. Вы, пожалуйста, не забудьте ваш родной язык, потому что важно. Это уже ваша культура, это ваше наследство. Помимо этого, вы живете с русским общиной, вы должны общаться, говорить с ним, показать вашу культуру, вы должны знать хорошо русский язык. Алхамдулилlah, сейчас российское государство разрешает вам и молитва, и соблюдать пост, и ходить в хадж, и строить мечеть, и строить медреса, и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, знания. Мусульманин, помимо молитвы, необходимо читать Коран и изучать его. Если у вас не обязательно каждый мусульманин должен знать арабский язык. Алхамдулилlah, есть много переводов, много писаний на русском языке. И особенно могу сказать наш перевод, потому что он был создан в течение 12 лет. Он должен дать закат его. Потому что такое закат? Это у вас капитал, который не использовал в течение 12 месяцев, ты должен обязательно отдать от него людям, которые нуждаются. Или у него, например, торговли, или у него, например, какой-то вид работы, который получает от этого доход. И есть лишний, он обязан заплатить этого закат. Скот или что-нибудь, или машина, или торговля и так далее. Если это нету, значит нету. Пост только если человек здоров и возраст,
например, молодой, здоров, и не в бытие, и не работает тяжелая работа, и, значит, остается только молитва. Остается из ислама, которое необходимо, это ла иляха илляллах, верить в Аллах Субхану Тааля, дин, ла иля Аллах Мухаммад Расуллах, и соблюдать молитва. Что такое молитва? Молитва это укрепление человека с Аллахом Субхану Тааля. Почему не верили, не брали все хорошо? Значит, нет на русском языке, брали не берут камеру. Об этом в этот момент я думаю, что нужно сделать правильный перевод, чтобы люди могли понять. И обещать Аллах Субхану Тааля. Ой, Аллах, русский народ не знает вашу религию. Вы должны помочь, чтобы был правильный народ на русский язык. Спасибо за внимание.